Это актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. О персонализированной медицине говорят сегодня на научной конференции, посвященной 90-летию ЯРКБ номер 3. Гость студии Сергей Чудаков, соруководитель направления «Превентивная медицина», HealthNet, национальной технологической инициативы, координатор профессионального сообщества, практик превентивной медицины агентства стратегических инициатив. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Доброе утро. Что такое превентивная, предиктивная и персонализированная медицина? В чем здесь разница? По сути говоря, разницы нет. Это скорее взаимодополняющие характеристики того, что мы называем медициной будущего. То есть мы все об этом много слышим, о том, что медицина меняется, мы двигаемся в сторону новых подходов. И вот как раз эти характеристики отражают суть этих новых подходов. Превентивное значит профилактическое, то есть в большей степени ориентированное на предупреждение болезней. Причем предупреждение с использованием многих современных технологий, которые появились. Это и анализ генома человека, это и ряд других методов, которые позволяют решать вопрос на самых ранних стадиях. Предиктивное, то есть предсказательное. Она дает возможность каждому человеку заглянуть в будущее, узнать, какие риски у него есть по здоровью, и, что самое важное, с помощью превентивных мер принять меры еще до того, как заболевание начнет прогрессировать, развиваться. Поэтому это и намного эффективнее, и, если говорить об экономике, намного дешевле. Ну и, наконец, медицина персонализированная приходит на смену такому усредненному подходу. Мы все разные, и поэтому в определенный момент развития науки, знания о человеке, стало понятно, что все-таки лечить или оздоравливать всех по какому-то шаблону достаточно сложно. Это, к сожалению, не дает ярких результатов и приносит всякие побочные эффекты. Поэтому идет во всем мире и у нас в России такой стремительный переход к персонализации медицины. И медицина становится шире, чем то, что мы сейчас вкладываем в понятие медицины. Она становится таким образом жизни, где медики играют роль наставников для пациентов. Ну, то есть, наверное, самое главное, что каждый человек должен иметь ответственное отношение к собственному здоровью в первую очередь, да? Но с чего начинать? Какие возможности медицины по охране здоровья? Да, ответственность за свое здоровье, это действительно вы совершенно правильно подметили, это такой ключевой фактор вообще успеха всей программы, и в частности успеха программы в Якутии, да, потому что, конечно, каждый регион имеет свою специфику, свои национальные традиции, свои представления о мире вообще даже, я бы сказал. И роль человека огромна в этом процессе. Никто, по большому счету, вместо человека хорошо это не сделает. Если он не хочет, то он станет лично тормозом в развитии собственной программы сохранения здоровья. Поэтому сотрудничество профессионала и человека, или если он уже заболел, профессионала и пациента, это принципиальный вопрос. Но хорошо все на словах. Да? Возникает вопрос, как на деле. И что для этого нужно вообще для того, чтобы эту задачу решить. Ответ здесь достаточно простой. Нужны знания. Причем знания, полученные буквально с детского возраста, с детского садика. Конечно, я думаю, что вы, уважаемые слушатели, наши телезрители, можете сказать, что, в общем-то, эти знания даются и в семье, и в дошкольном образовании, и в школьном, потому что везде о человеке все-таки что-то, так сказать, ребенок узнает. Но, к сожалению, этих знаний недостаточно, потому что они часто носят общий характер, не имеют четких алгоритмов. И самое главное, что не всегда передается мотивация для того, чтобы этими знаниями воспользоваться. Потому что знать и не делать, мы с вами понимаем, эффекта не будет. Поэтому очень важно вот этот пробел восполнить. И я уверен, что в республике есть все возможности для того, чтобы так сделать такую здоровьесберегающую среду с самого детства. Где человек, если он попадает в эту среду, он неизбежно знает, как делать, и неизбежно может это сделать. Благодаря определенным инфраструктурам, которые вокруг него создаются. И что самое главное, сделает это персонализированно, то есть он будет это делать с учетом особенностей его именно организма. Ну, а какие меры или действия предпринимаются межведомственного взаимодействия?
Ну вот как раз этот вопрос, он продолжает то, о чем мы сейчас говорим. Потому что ну, мы как бы по традиции считаем, что здоровьем занимается система здравоохранения, да, как ведомство. Но на самом деле в идеале здоровьем занимаются все ведомства, ну, как минимум социального блока, а лучше не только социального блока, а еще и экономического, потому что не может быть социального блока в отрыве от экономики. И вообще здоровье выгодно всем, выгодно самому человеку, потому что он становится более эффективным, если так можно сказать, более конкурентоспособным. А сейчас это, я думаю, нам всем не помешает. И, безусловно, здоровье людей выгодно государству, потому что снижает нагрузки на общественные фонды, которые, понятно, что не беспредельны. Они все-таки имеют определенные источники поступления денег в бюджет и так далее, и так далее. И для того, чтобы эти фонды были в достаточном объеме, нам немножко бы нужно поответственнее относиться к тому, как мы их тратим. Потому что если мы все вместе все время болеем, то понятно, что не хватит никаких денег. Поэтому вот в этом ответственность человека, даже можно сказать, перед республикой, да, перед территорией, что он понимает, что он должен внести свой личный вклад в то, чтобы деньги в большей степени тратились, когда действительно нельзя их не потратить, потому что что-то случилось, какая-то неожиданная там травма, там еще что-то, а не системные расходы на то, чтобы, так сказать, сохранять здоровье огромного количества безответственно относящихся к своему здоровью людей. Это, как вы понимаете, разные, так сказать, совершенно ситуации. И вот каждое ведомство, и образование, и социальная защита, и молодежное, так сказать, направление, и спорт-туризм в рамках своих повесток, своих уже принятых давно решений имеют здоровьесберегающую часть. И сами ее реализуют настолько, насколько можно. Особенность того, что планируется сделать в ближайшее время, после того, как закончится наш визит, после того, как мы подведем итоги, это объединить усилия ведомств, чтобы они больше координировались друг с другом, для того, чтобы, во-первых, не дублировали там, где не нужно, и взаимодополняли там, где есть возможность достроить друг друга за счет различных стратегий, в итоге которые получают синергистичный эффект. Но говорит ли это о том, что наиболее все-таки эффективным методом увеличения продолжительности жизни будет профилактическое направление? Ну, конечно. Во всех смыслах, как уже мы выше с вами обсудили, сохранять здоровье и эффективнее, и выгоднее, если так можно сказать, на ранних стадиях. И поэтому профилактическое направление, а сейчас его называют превентивным направлением, хотя вроде бы это синонимы, и с точки зрения английского и русского языка превенция – это прямой перевод слова профилактика. Но есть нюанс некоторый. Профилактика усредненная и такая когортная, групповая, она имеет, конечно, эффект, но существенно меньше, чем превенция, которая является профилактикой персонализированной, основанной на знании о конкретном человеке, а не в общем о какой-то группе, да? И учитывающей особенности его характера, учитывающей особенности его обмена веществ и вообще жизненных ценностей. Вот. И тогда результаты совершенно другие. Общемировая практика это все показала. От каких факторов зависит сохранение здоровья человека? Да? Ну, мы знаем, что важна экология, эмоциональное благополучие, питание. Вот на ваш взгляд, что наиболее влияет на здоровье человека? Я бы сказал, что, конечно, влияет все. И есть факторы, которые зависят от человека, и те, которые от него не зависят. Ну, например, в большей степени мы понимаем, что экология – это все-таки ответственность государства. Да? То есть это предприятие, это вопросы обеспечения чистоты окружающей среды. И, конечно, это, в принципе, в меньшей степени имеет отношение непосредственно к человеку. Но, например, какую воду пить – это же тоже экология, это тоже имеет отношение к человеку. Какие продукты питания употреблять – это имеет отношение тоже к нему. Можно же подойти к прилавку в магазине и купить вредных продуктов, а можно нет. Это выбор человека. А возникает вопрос, а в чем позиция государства по отношению к этому вопросу? А в том, чтобы таких продуктов, которые приносят вред, было меньше на прилавках, и чтобы они, возможно, лежали в каком-то втором ряду, или, может быть, как говорят мерчендайзеры, на той полке, на которой, так сказать,
с первого захода не падает взгляд потребителя. Мы знаем, что в основном на среднем уровне находятся наиболее востребованные продукты. Вот лучше бы, чтобы там находились продукты здорового питания, потому что человек зачастую, он просто приходит в магазин, он устал после работы или у него свои мысли, и он берет на уровне руки, есть такое понятие. Поэтому тут здесь очень много важных нюансов. Ну и, конечно же, осознанность. То есть, ну, например, если говорить о питании, умение читать этикетки, желание разобраться все-таки, что ты положишь себе в рот. Ведь когда мы приезжаем на автозаправку, у нас же не приходит в голову иномарку заправить 76-м бензином. Но это примерно та же самая аналогия, то есть мы думаем о машине, но почему-то не очень думаем о себе. Последствия не замедлят сказаться. Не значит, что застучит мотор, как в машине, уже сразу после заправки. Нет, он застучит не сразу, он застучит года через 3. Но я бы не сравнивал с точки зрения последствий. Ведь мы же хотим, чтобы на машине ездили мы, а не кто-то другой. Поэтому нам придется об этом думать. Ну и в этой связи, конечно, роль местных производителей, роль фермеров, которые в состоянии решать эти задачи. Ну, это то, что касается питания. Но мы не должны упускать и другие составляющие. Это, конечно же, психоэмоциональное здоровье. Я думаю, что нам всем это сейчас очень важно. В нынешних условиях мы должны как-то, есть такое понятие, собраться, друг друга беречь, постараться друг другу не доставлять лишних неприятностей, когда можно этого не делать. Это касается и семьи, и работы, и, конечно же, управления стрессом. Вот. То есть управление стрессом – это очень важный вопрос. Многие люди не умеют этого делать. И единственным способом решения этой задачи становится алкоголь или никотин. То есть об этом же много говорится. То есть надо бороться с алкоголизмом, надо бороться с табакокурением. Слово «бороться» я бы здесь заменил. Нужно научить людей снимать стресс другим путем. И тогда не нужно будет бороться. Тем более я знаю, что в Якутии вообще алкоголь – это не самый лучший выбор, потому что генетически коренное население достаточно быстро подвержено пагубному влиянию, в частности алкоголя. И для якутов неупотребление алкоголя является вообще фактором выживания и фактором вообще, я бы сказал, репродуктивного здоровья в принципе, то есть хорошего потомства. Но многие люди просто не умеют это делать. И вот здесь как раз высока роль образования и, я бы сказал, семьи. То есть, конечно, родители должны научить снимать стресс своих детей не путем использования различных средств зависимости, а, конечно, школа должна эти вопросы развить уже и довести до компетенции. Сергей Юрьевич, спасибо за интересный разговор. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Ну и еще раз ждем в гости к нам в Якутии. Спасибо. Я вам желаю крепкого здоровья. Спасибо. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.